Кто наслышан о бесстрашии беслохопцев, не станет удивляться их отважности. В селе, где проживало 800 семей, абхазских семей было только 200. Результат переселения грузин в Абхазию в сталинские времена. Их соседям, переселенцам из Грузии, из-за своего же предательства пришлось выселиться уже из Абхазии после войны. Вот только на сей раз они вернулись на родину с 1000 грехов. И труд грузинских идеологов сталинских времен оказался напрасным. Почти во всех сводках Министерства обороны 1992-1993 годов сообщалось о селах Меркула, Беслах. На линии фронта все пылало огнем. Враг пытался прорваться в Ткачал. Абхазские бойцы не жалели своей жизни. Мирные жители, казалось, уже и не мечтали о мире. Нелегко рассказывать о том, что пережили люди, дети, оставшиеся без матери. А как утешит пожилого человека, вынесшего из дома 10 гробов? Маркульцы и беслохопцы, уступая нашим просьбам, решили рассказать о тех событиях. Беслах, Меркула, когда шла война. У нас была большая семья, у нас было 7 детей, мать, отец. 9 человек нас было. И родители здесь задержались. Вы жили где? Где они задержались? В Меркуле. Ну вот на чайфабрике, где мы живем, вот там вот, сейчас уже мы там живем, там задержались, и потом приходили домой, машину там забирать, и стреляли, и потом их мучили, забрали, их тоже заперли там где-то, потом кое-как их отпустили, потом мой брат обменял их на других и перевел уже их туда, забрал, в Меркулу. Они были в Акваске, находились там, у меня братья живут двоюродные, там находились. А потом оттуда сестра заболела очень сильно, и они решили, брат отправит их на вертолете. В Гудауту? Да, в Гудауту. И это несколько было раз, это было 14 декабря. Она несколько раз выходила, но все равно он хотел, конечно, чтобы отправить их и силой, насильно все равно отправил. Но он отправил маму и 2 сестер. Маму и моих 2 сестер. Алла, Чкадова, ей было 40 лет. Младшая сестра была Чкадова Роза, ей было 38 лет. А мама? Мама была 60. 4,65, вот так. Нацвейба, Нателла Хурчитовна. И вот они уехали, но потом это трагедия. С вертолетом. Потом 19 дней не прошло, и так брат остался здесь, младший. Ему было 24 года, он в Акваске находился. И самолеты, когда пошли, бомбит это деревню. Грузинские самолеты Да, бомбили. грузинские бомбили село Акваски. И с ним дети игрались, а он дверь открыл, детей отправил всех и хотел уже сам идти. Куда? Первый. Куда идти? Они шли, у них были блиндажи какие-то сделаны, в окопы шли. И он тоже дверь открыл, хотел выйти, и первый осколок ему попал, это было 3 января. И он тоже погиб прямо в сердце, и он на месте сразу был. Ему 24 года было. Да, он уже армию отслужил, пришел просто. Братья старались его оберегать. Звали его как? Тимур звали. Тимур его звали. Да, он только армию закончил. Тимур Ткадов. Да, очень было тяжело пережить, конечно. Но потом братья уехали туда, думали, опознают, но не смогли опознать. Там в Гудаутах тело. Другой брат на барже, или как там, не знаю, они приехали сюда. На Восточный фронт? Да, на Восточный фронт. Он сюда уже вернулся и здесь. И потом его тоже ранили 15 сентября. Он получил сильное ранение. Он инвалидом остался у меня. Еще у меня старший брат есть, Чкадов. Черкез, ну мы его Черкезом называем. Так по имени его никто не знает. И вот сейчас я живу в Меркулах, с братом живу. Там То есть рядом вы братья. не опознали своих Нет, сестер мы не и могли. маму? Нет. Они не смогли уже
захоронили их, а потом уже просто сделали здесь памятники, им оттуда землю принесли. И все. Мы не опознали, мы и не могли их опознать. Там невозможно было и опознать. И страшно было. И вот когда брата ранили, там таких ребят, таких детей привозили, молодых, сожженных, таких раненых привозили без рук, без ног. Это было очень страшное зрелище смотреть. Вот гибель части вашей семьи, в общем-то, в вертолете повлияла вот на ваших братьев, которые воевали потом? Конечно, все равно они продолжали воевать. Как не повлияло? Мне старший брат, он до сих пор вот как будто себя винит, что насильно вот отправил. Ну, это так, наверное, должно было случиться. А вот как вы думаете, одинаково грузины, да, вот оккупанты, они относились к мирному населению, их бойцам нашим? Они были озверевшие все, они были просто, им все равно была человеческая жизнь. Когда шла война, я был трактористом. Детям и женщинам некуда было идти. Они остались на фабрике. Некоторых я отвозил на тракторе в Ткварчал, возвращался и забирал раненых. Кто-то прятался на кукурузном поле. Немало мирных людей погибло. Очень хорошего мужчину по фамилии Буава убило снарядом. Детей нечем было кормить. Люди не могли выйти из подвалов. Некуда было идти. Не было света, ни еды, ни питья. Одна бригада собирала продукты для другой. Вот так сводили концы с концами. Мы должны были вытаскивать с поля боя наших погибших и раненых. Затем на тракторе тела погибших привозили в штаб, а раненых увозили в госпиталь, в Ткварчал. Были и такие дни, когда в течение одного дня приходилось ездить в Ткварчал 3-4 раза, и туда и обратно. Солярки и бензина было мало, да и машин на ходу тоже. Нехорошо рассказывать лично о себе, не рассказывая о своей деревне. Вся деревня встала на защиту Родины. Кто встал с оружием в руках, кто трудом помогал, готовил еду, приносил дрова и разжигал костер. Вот этим занимались и взрослые, и дети. По ночам не спали, не знали, когда упадут снаряды. Так от взрыва снаряда умерла женщина, Калоева, в своем доме, во время приготовления еды. Шла война, что мы могли сделать? Какие были возможности? Рыбий жир заливали как топливо в транспорт или трансформаторную жидкость. Кипятили медорол и заливали. Когда зимой он застывал, мы не могли никуда ездить. Выходили на трассу и просили помощи. Друг другу помогали. Было очень тяжело. Моя жена с сыном решили улететь в Гудауту. Сели на вертолет в Акарчапане. Я не знал, что этот вертолет сбили. Мне не хотели об этом говорить и отговаривали ехать в Ткварчал. Но я все-таки поехал. И одна женщина меня спросила, куда я направляюсь. Я ответил, что в штаб, узнать последние новости. А она с удивлением спросила, «Неужели ты не знаешь, что произошло?» «Банаджалбейт, что же произошло?» — ответил я. И она мне рассказала, как вертолет сбили, и он упал, и что все 90 человек погибли. Я понятия не имел, что среди них и мои. Потом я услышал крики и плач, подошел к стене, где висели списки тех, кто был в вертолете, и прочитал фамилии Адлиба. Ваня Зарандия мне сказал, крепись, ты мужчина. Идет война, моя семья погибла. Что я должен сделать? Не могу же убить себя. Не меня одного постигло такое горе. Пусть Господь сбережет тех, кто остался у меня. Пришлось взять себя в руки. Вернулся в Маркулу. Уже все знали о трагедии. Пришли домой ко мне посочувствовать и соболезновать. Но куда? Дом разгромлен снарядами. Где оплакивать? И после трагедии 14 декабря вы продолжали также помогать сельчанам? А как же, конечно. Я не мог сидеть сложа руки, даже если семья погибла. После войны остался один. Хотелось выйти от одиночества и тоски. В доме пусто. Старший сын был на учебе в Гагре. Другой, который был ранен во время войны в поселке Кабалия, жив благодаря Лакуту. Он получил сильное ранение. В бедре образовалась дыра, бутылка бы пролезла. Осколками ранило в живот. До сих пор не все осколки вытащили. Он инвалид 2-й группы.
Вы смогли забрать останки жены и сына? Нет, не смог. Недавно открыли дорогу в Сванетию. Привезу горсть земли оттуда. Здесь уже подготовил их могилы. Вот туда и насыплю эту горсть. Когда-нибудь и меня там похоронят. У меня погибла мама во время войны. В конце войны уже это было 20 сентября 1993 года. Это упал последний снаряд в селе Меркула. А мама по имени, по фамилии мамы? Цулукия Ольга Иродовна. Ей было 24 года в то время. А детей у нее было сколько? У нас было двое. Моя сестра младшая была с ней в это время. Она получила множественное ранение от осколков снаряда при взрыве. Она накрыла мою сестру с собой и получила множественное. Она прожила. Это случилось 17 сентября, но она умерла 20-го, аж 2 дня. Она истекала кровью после операции, ее не смогли спасти. Она в Творчеле лежала, наверное? Да, она лежала в Творчельской больнице. Угу. А сестра была с мамой в Меркуле, Да, а вы? я находилась с бабушкой в Пицундах. Меня бабушка забрала в Пицунду с собой, а мама находилась, моя сестра, вернее, находилась с мамой дома. Ну, отец тоже там, Отец был на фронте, и мама моя была, в принципе, она тоже, могу сказать, что была на войне, она у Лакута была в батальоне, помогала, стирала, то, что могла делать, она была при штабе у них. А в это время она находилась дома с моей сестрой, когда упал снаряд. Отца не было дома. Моя сестра, когда это все произошло, выбежала на улицу, стала кричать «помогите». Тогда позвали отца, прибежали все, но уже ничем не могли помочь. Повезли в больницу, прооперировали ее. Она прожила еще 2 дня, истекая кровью, и через 2 дня она умерла. Ваша сестра обо всем этом помнит до сих пор? Да, она это все помнит, у нее до сих пор даже на этой почве есть какое-то отклонение. Она болеет? Она не болеет, но чуть-чуть замкнутая в себе после этого. Даже соседи после войны удивлялись, что она ходит в школу, потому что у нее был такой шок. После этого всего она без мамы практически вообще не могла. Поэтому она осталась с мамой, меня бабушка забрала. Она 2 дня, если не видела маму, у нее начиналась температура, все такое, очень тяжело. Кто вас вырастил? Нас вырастили дедушка с бабушкой. Вы помните маму хорошо? Да, я очень хорошо помню свою маму. Маргульцы почувствовали на себе всю тяжесть войны. Враг позволил себе много непристойного в нашем селе. Много людей пострадало. Первым зашли в дом Вани Хурхумал, затем в наш. Я в руках держала 2 маленьких детей, моего внука и соседского ребенка. Увидела, как вооруженные грузины зашли во двор. 2 собаки были привязаны во дворе, их застрелили. Затем начали стрелять по двору. Мы сутки прятались в лесу. Когда они уходили, кое-что вынесли из дома, но оставили надпись на грузинском «Завтра вернемся». Моя дочь была ранена. Она лежала в больнице. Врачи не могли остановить кровь, поэтому решили отправить ее в Гудауту. Она забрала свою маленькую дочь с собой. Вертолет, на котором они летели, сбили. Моей дочери было 27 лет, внучке 7. Ни их останков, ни их могилы. Ничего у меня не осталось. Какое-то время мы оставались в
своей деревне. Падали бомбы. Сложно было и страшно. С детьми оставаться здесь было опасно. Насколько было возможно, терпели. И потом, по вторникам, мы собирали еду для наших бойцов, кто защищал позиции села по линии фронта. Если честно, я не хотела оставлять родной дом, держались до последнего. Но когда у тебя дети, в такой ситуации трудно. Во двор все время падали снаряды, поэтому, когда уже не осталось выбора, собрали немного еды, что было в доме, и направились в Тхуарчал. И в Тхуарчале не просто было найти кров. Хочу рассказать случай, который остался в памяти, от которого душа болит. Моему старшему сыну было 15 лет. По возрасту он не должен был воевать, но когда мы приехали в Тхуарчал, он подделал документы, будто он старше своего возраста, и пошел в команду Анцупова. Оттуда он ходил на позиции. Однажды он, я и младший сын из деревни пешком собрались в Тхуарчал. В том году, как вы знаете, выпал большой снег. Уже почти дошли до села Акваски. Зимой же быстро темнеет, стемнело. Да и дорога местами была не очень хорошая, пытались идти по следу трактора. За мной шел младший сын. Я впереди расчищала путь. Вдруг оборачиваюсь, и моего ребенка нет. Тогда ему было около 8 лет. Когда я его не увидела, стала искать. Там везде были ямы. Оказывается, мой ребенок упал в яму. Все было завалено снегом, и только макушка его волос торчала из-под снега. Душа ушла в пятки. Мой старший сын подбежал, и мы вдвоем смогли его вытащить. Мокрые, холодные, продрогшие к 11 часам ночи, мы добрались до Тхуарчала. Старшего сына чуть не потеряла. Как-то распространился слух, что он среди без вести пропавших, когда наши освобождали село Цагера. С ним был и его двоюродный брат, сын моей заловки, его ровесник. Сельчане знали, что они пропали без вести, но сказать мне не решались. Дня через 3 мои близкие мне сообщили, что детей найти не могут. Мы начали кричать, плакать, причитать, наш двор оглушил плач. В таком горе мы пребывали несколько дней. И вот однажды дети моего девера сидели на дереве и ели виноград. И тут девочка крикнула: «Какой-то военный идет! Слушайте, а если это Альберт?» Все сразу побежали к калитке и начали смотреть. Кто-то шел в военной форме, но было далеко, и оружие было за спиной. Мы побежали навстречу, он побежал к нам навстречу. Наша встреча была душераздирающей. О том, что произошло во время войны в селе Маркула, тяжело рассказывать. С первых дней войны и до ее окончания столько всего я увидела, что невозможно забыть. Много мирных граждан пострадало во время войны. Моя пожилая соседка Тамара Калоева находилась дома, когда упал снаряд. Стену снесло, а она погибла на месте. Я своими глазами увидела это. Чуть подальше от нас жили 2 пожилые сестры, кварчевцы Мана и Маяна. Они уже были в возрасте и не могли оставить свой дом. Грузинский танк из Арадо обстреливал село, и снаряд попал в их дом. Они обе погибли. Они жили отдаленно, их не сразу обнаружили, да и попасть к ним было не так-то просто, и вытащить их оттуда не удавалось. Трагическая гибель. Абуа Ваира Драманович, ему было более 70 лет. В его доме небезопасно было жить. Все время падали снаряды, поэтому он жил в другой части села. И однажды вечером, когда боевые действия прекратились, решил сходить до своего дома. Это было зимой. Лежал снег. Он уже почти дошел до своего двора, когда упал снаряд и отрезал ему голову. Он так и лежал в снегу с оторванной головой. И это все я видела своими глазами. Наша ученица Лолита перешла во 2 класс.
До сегодняшнего дня вся Маркула и вся школа не может забыть эту трагическую историю. Неожиданно она тяжело заболела. Ее повезли в Тхварчалский госпиталь, но там не смогли помочь. Город был в блокаде, шла война, и не было возможности ее обследовать, оказать нужную медицинскую помощь. Уверена, если бы не война, ее спасли бы. Я считаю этого ребенка тоже жертвой войны. Другой ребенок, Анква Баслан, мой ученик, перешел в 3 класс. Маркула была окружена врагами. Грузины, которые жили в соседских селах Беслах и Араду, подняли оружие против нас. Из-за постоянных обстрелов с их стороны мать испугалась за жизнь своих детей, поэтому забрала своих 2 детей в Тхварчал. В первый же день своего приезда, во время игры с другими детьми, он упал со столба и разбился насмерть. Его лицо до сих пор перед моими глазами. Забыть не могу. Может, он был бы жив, останься дома. Еще моя соседка Ольга Цулуки, по мужу Кварацхеле, мать 2 детей, была беременна на 3-го. Она погибла во время бомбежки. Так совпало, что в тот момент вышла во двор. Трудно пересказывать о том, как ее маленькие дети жалобно пищали и дергали за подол платья матери. До сих пор перед глазами все это. До конца войны я находилась в родном селе Маркула. Пересказать все, что мы прошли, мне очень тяжело. Все время обстреливали село. Если успокаивалось все на день, то на 2-й день бомбили с удвоенной силой, напоминая, что они о нас не забыли. Снаряды прилетали с одной и с другой стороны, с Баслаху и Сараду. В начале войны 19 августа в Маркулу заехали мхидрионовцы на 5 танках и грузовых автомобилях. Как сегодня помню, они были в черных майках с черными повязками на голове, в руках держали автоматы. Мы в этот момент собрались на чайной фабрике, хотели узнать новости о войне. Неожиданно появились грузинские гвардейцы и захватили нас. 6 решили взять в плен, других отпустили. Помучили их, но убить не убили, и грабили много. Я видела сама, как они наполнили кузовы машин награбленным. Брали все, что попадалось на глаза, даже столовую обчистили. Тогда их целью было нажиться. Люди, которые работали на чайной фабрике, жили в секциях, многоэтажках. Выломали двери, опустошили квартиры, вынесли домашнюю утварь и забрали все на машинах. Со временем они стали беспощаднее, начали убивать людей. И мы стали понимать свою участь. Каждый день убивали наших, их уничтожали. Информации было много. К аккумулятору подключали маленькие радиоприемники. Слушали около 5 минут, надеясь узнать, что происходит в Гудауте. Так мы узнали, что наши освободили Гагру. Другим источником новостей были рации, и нам пересказывали. Скудная была информация. Мы дошли до того, что наши дети забыли вкус сладкого, как выглядит конфета, как пахнет хлеб. Когда из Гудаута нашим бойцам переправляли оружие, прислали кирпичный хлеб. Моему деверю попался один такой, и он принес его домой. Увидев хлеб, дети стали спрашивать, что это? Хлебом они считали кукурузную лепешку, которую мы выпекали во время войны.
Первые дни, вот как началась война, самые такие, и оттуда и начались вот эти танки грузинские, как вошли, они мародерничали, по селу ходили, в каждый дом заходили, все переворачивали. Ну, что было в каждом доме, конечно, мы не видим, но что было в нашем доме. Мама держала мою племянницу маленькую, новорожденный ребенок был. И они, что ты, говорит, куклу там держишь, мол, притворяешься. Золото искали, деньги искали, потом зятю поставили в автомат высокий, давай деньги, иначе, мол, там где-то стреляли, видите, говорит, как мы здесь тоже сделаем. Ну, ходили по всем домам и издевались очень много. Соседа одного в плен забрали тогда грузины, и допытывали, питали ногти, вот прямо живым выдирали у него. Такие вот вещи. А вы помните фамилию этого соседа? Киргизский Лаврентий. Потом через один дом бомба упала во двор, дом полностью вот в землю ушел. Первые дни без оружия были. Потом вот заранее Лакут, вот они оружие привезли, все, потом уже с оружием стали. А первое время без оружия были. Старший брат Карачаевский находился у бабушки у меня, и когда вот эта война пошла, он пешком вот, с группами через перевал пешком пошел, воевал. Мама была в Садзихе. Ну, в то время как бы убирали, но она не могла. Дети воюют, я здесь, и пошла домой. В тот день выстрелил, один снаряд попал, и в наш именно дом попал. И дом наш разрушился. Когда вот так, это было? 12 апреля. 93-го? Да. И под эти вот завалины, вот эти вот, дом весь вот развалился вот так. И она под эти развалины уже ее вытащили, она уже была мертвая. Сосед был, и тоже ему голову прямо снесло от снаряда, вот так выстрелили, он там детей отправил, сам вышел и не успел, его вот эту голову ему снесло, буава ее вот. Мы сыграли свадьбу сыну, у них родился ребенок. Так началась война. Младенцу был месяц. Когда в селе стало опасно, перебрались в Тхварчал. Когда Тхварчал стали обстреливать, спустились в Акармару. Там в больнице моя дочь работала медсестрой. Она закончила училище в Ленинграде. Они тоже часто меняли свое место жительства, прятались от артобстрелов. Дети боялись грохота, падали в обморок от страха. Моя внучка, дочь Майи, заболела. Умрет, если не вывезешь, сказали врачи. Майя чуть с ума не сошла. Все родственники собрались и решили вывезти на вертолете в Гудауту. Я находилась дома. Да, все, кто сел в вертолет, все погибли. Погиб и мой зять, муж моей дочери. Вечером я зажгла свечи, проводила молебен по усопшим, хотя до конца не верила в их гибель. Но соседи сказали, что так нужно, пришли тоже посидеть тут. Развела огонь на свою голову. Дым от огня увидели грузины, которые наблюдали за нами сверху. В один миг прилетела бомба и упала прямо на наш дом. Зять погиб на месте, сына ранило в голову. Весь окровавленный, так его доставили в Тхварчалскую больницу. Его кое-как спасли врачи, и он опять взял оружие и пошел на фронт. Говорил, зачем мне жить, когда убили всех моих близких. Моя дочь, невестка и 3 моих внука. Зять погиб еще до их 40 дней. Затем мой старший сын. Мой старший сын Мираб Читанан бился головой об стену, не мог себе простить, что посадил их в вертолет. На этой почве у него развилась эпилепсия. Болезнь обострилась. Позже в голове обнаружили злокачественную опухоль. Я его тоже потеряла. Из всей моей большой семьи остался только один сын, тот, который был тяжело ранен во время бомбежки. Искалеченный весь, но хоть живой. Мой муж заболел и вскоре умер. Он не хотел бороться за жизнь. Ему требовалась операция, но он от нее отказался. Жить не хотел после такого горя. Потом еще и внук умер неожиданно. 10 гробов я вынесла из дома из-за войны.
До войны в нашем доме было веселье и детский смех. Когда началась война, мой сын решил отправить в Гудауту на вертолете мою единственную дочь, его сестру, она была замужем в Кутоле-Закагоне, и свою жену с детьми. Повез их в Тукарчал и ждал рейса. Также он решил, что другой невестке с детьми в Гудауте будет безопаснее. Сказать, что всех женщин и детей нашей семьи он решил укрыть в Гудауте. 14 декабря все они сели в вертолет. Через 20 минут вертолет сбили враги. Когда до нас дошла эта ужасная весть, представьте, что было с нами. Таких криков, наверное, свет не видывал. Весь город утопал в криках. Враг услышал наш громкий плач и начал бомбить город. Нам наши бойцы сказали, что надо быть тише, чтобы мы взяли себя в руки. Но как, если наши дети сгорели заживо? Бабушка причитала без умолку, да и я от горя стал безумцем. Так и не сумев успокоиться, мы покинули город. Решили, что в селе легче будет выплакаться. Моя дочь с 6-месячным ребенком и ее муж, 3. Моя невестка с 2 маленькими сыновьями. 6 человек я потерял, и даже их останков не получил. Мы ездим в Гудауту как на могилу, но я сомневаюсь, что от них что-то осталось. Наш поселок во время войны часто обстреливали. Грузинские гвардейцы мчались на танки по проселочной дороге, демонстративно стреляли, чтобы нас напугать. Все мои 3 сына воевали, защищали беслахубскую позицию. Наш дом обстреливали так, что разрушили до основания. Мой старший сын, чья семья погибла в вертолете, строился отдельно. Как раз перед войной закончил, собирался переехать в новый дом. Он и семью потерял, и его дом тоже был разрушен. Враг нас уничтожал. Я и моя жена год жили в другом селе, Река. Когда война закончилась, мы вернулись в свое родное село, хотя здесь было только пепелище. Что-то подсобрали, чтобы хотя бы в своей хибаре пожить. До войны у нас по соседству жили мингрельцы, и они грозились: вас, абхазов, в ладонь можно вместить, за ночь вас уничтожим, несчастные. Нас, абхазских семей, было 7, и мы жили среди них. И они всегда пытались меня запугать. Они готовились к войне, а я и не думал, что такое может произойти. Первыми в село заходили мародеры. Они рыскали в поисках золота, видеоаппаратуры, искали богатые дома. Их заранее информировали, у кого что есть. Да, наши соседи, местные грузины и мигрельцы, им подсказывали, в какой абхазский дом идти. В Баслаху проживало около 800 семей, из них 200 абхазских, 600 семей они. Географически так были расположены, что мы были в кольце. Некоторых в сталинские времена переселяли в Абхазию. Но гогиевцы, гуарамевцы пришли к нам из Грузии лет 150 назад. Они давно жили на нашей земле. Мы решили поговорить с ними, тем более, что у многих невестки были абхазками. По-хорошему и плохому мы часто встречались же, общались, были родственные узы.
Переговоры с ними не дали никакого результата. Они отказались от мирного сосуществования, поддержали войну. Они сказали, что не признают Абхазию, считают, что это грузинская земля. И до этого тоже они шли на конфронтацию. Разделили школу, колхозы, земли. Они были фанаты национальной политики, активисты Гамсахурдия. Они были как зараженные чумой, ярые националисты. Ничего на них не влияло, ни родство, ни соседство. Сыновья тех, кто вчера принимал угощение в нашем доме, сидел с нами за одним столом, делил с нами хлеб-соль, подняли оружие и направили его против нас, и стреляли в нас. Больше года и днем, и ночью беспрерывно стреляли по нам, разрушали наши дома. Они часто ездили по проселочным дорогам, и если кто-то из абхазов попадался, то забирали его. Могли убить, а могли таким мученическим страданиям подвергнуть, что словами не перескажешь. Так забрали Нукзара Бегуа. Несмотря на то, что он был не вооружен, над ним сильно поиздевались. Когда врывались в село на танке, стреляли по домам, пока дом не рушился. Много домов уничтожили. Перцхелевские, Кугаскировские. Первый дом, который сожгли враги в нашем селе, принадлежал маме Бегвава, потому что его жена была грузинкой, но всегда поддерживала абхазов. Хотя сама была грузинкой, противостояла грузинам и говорила: «Вы живете в Абхазии, надо дружить с абхазами, надо уважать их, не поддерживайте агрессивную политику Грузии». За эту позицию они ее ненавидели. Вот так вели себя грузинские гвардейцы в первые дни войны. Как грабители, выносили все из абхазских домов. И в мой дом пришли, но мы жили небогато, и им это было неинтересно. Первая волна грузинских гвардейцев были мародерами, грабителями. Их целью была нажива. Нас. Позже, когда наши ребята стали сопротивляться им, они испугались и двинулись назад. Организовалась боевая группа «Катран». Ребята из Абхазской гвардии соорганизовались, нашли 7 автоматов. На высотке черказевцев вырыли окоп, стали защищать село, отогнали грузин. Понемногу научились давать отпор. Днем и ночью наши ребята дежурили в окопах, вступали в бой, но больше не позволяли грузинам бесчинствовать в селе. Как я ранее говорил, детей, женщин и стариков мы укрыли в Ткварчале. Все мужчины, кто мог стать с оружием в руках, пошли воевать. А кто не мог воевать, помогали. Кто готовил еду нашим бойцам, кто стирал. Многие не оставляли свои дома, да и некуда было идти. Тысячи и тысячи снарядов упало в селе Баслаху, и их жизнь была в опасности каждый день. Они стреляли без разбора, знали, где стоят абхазские дома, и прямой наводкой. Конечно, в этих домах прятались мирные жители, но им было все равно. Весной, в мае месяце, когда было затишье, сосед Бегвава решил вспахать землю. У нас был маленький старый трактор. И во время вспашки, прямо посредине поля, в него попал снаряд от зенитки. Вся грудь была изрезана осколками. У нас, у жителей Беслахубы, было очень тяжелое положение. Стреляли по нам со всех сторон. С Ахурей, с перекрестка так называемого, из Сакабалио. Мы были в полукольце и в эпицентре артобстрелов.